люди, что двигает людей? Именно это двигает людей. Они хотят быть признанными, они хотят, чтобы кто-то их уважал, они хотят, чтобы кто-то их ценил. Правильно? Чтобы люди сочетались с ними, уважали их и так далее. Вообще то, что мы делаем с вами, это ради того, чтобы общество нас тоже кто-то ценил, кто-то уважал. Если реально посмотреть, это действительно так. Это большая сила. Поэтому один миллиардер, знаете, что мне сказал? Это совет миллиардера. Он сказал, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Это хороший совет, согласны? Если ты знаешь нужных людей, иногда есть люди в этом мире, которые одним телефонным звонком решают то, что другой 5 лет бегать не могут решать. А эти люди одним телефонным звонком решают, потому что у него есть другой уровень, авторитет и так далее. И мы тоже хотим быть такими. В душе каждого человека есть желание там что-то делать. А последнее это что? Наследие. Это менталитет, культура и так далее. Это что значит наследие? Все хотят оставаться в истории. Все люди говорят, что я хочу, чтобы мое имя осталось после меня. Что хочу. Понимаете, да? Вот это так. Смотрите, это огромная сила. Вот это 4 внешние силы, они такие. Теперь смотрите, существует 4 внутренние силы. 4 внутренние силы, которые они притягивают 4 внешние силы. Как дерево. Почему я дерево пример привел? Это не просто так. Если человек хочет в деньгах быть успешным, он очень должен понимать 4 внутренние силы. 4 внутренние силы привлекают 4 внешние силы. Но, к сожалению, внешним люди познают, люди узнают нас, познают. Когда мы видим успешного человека, когда у него есть бизнес, когда у него есть деньги, мы говорим, покажи результат. Когда у него есть там что-то, правильно? Или когда он рот открывает, видим, что у него мозги что-то есть. Вот правильно же? Только тогда мы понимаем. А на самом деле 4 внутренние силы, они притягивают 4 внешние. Надо работать с 4 внутренними. Вот смотрите. Тело, разум, душа и дух. Это 4 основное, то, что есть внутри человека. К сожалению, вот это 4 внутренние силы у людей раздвоены они. Что такое раздвоение? Раздвоение это означает, что, например, посмотрите, вот внимание обратите, да? Душа мечтает богатой жизни. Он говорит, я так хочу жить и так далее. Разум говорит, да куда ты лезешь вообще с твоими жизнями? У тебя даже, ты что, сын Рокфеллера что ли? Или там кто? Душа, разум начинает сомневаться. Послушайте, интересная вещь, да? Душа тянется, он где-то хочет жить вообще как королева или как король, а разум вообще это не понимает, потому что он не понимает, как это обеспечить, и начинает игнорировать, отрицать начинает. А теперь тело возле телевизора валяется, на диван лежит. Вы понимаете, да? То есть получается, что абсолютно нету понимания между этими вещами. А дух вообще где-то вообще позабыли про него. Почему? Потому что он вообще не уверенный. Потому что когда нету понятия вот это 3, дух вообще не будет уверенным. Он наоборот, можно сказать, гаснет. Дух что такое? Это уверенность. Это уверенность в себе. Дух это есть, когда у человека есть уверенность в себе, и он более решительный, более настойчивый. Вот этого. А дух умрет, когда нету гармонии между этими 3 вещами. Формировать гармонию. Я много людям говорю, что создавай себя. Они мне говорят, а что такое создавать себя? Я говорю, каждый день работай на каждой этим вещам. Каждый Божий день работай на каждый этим. Почему? Каждый день работая над этими, над этими 3, 4-я автоматическая совокупность эти формируется. Но ты каждый день работай над этим. Совершенствуй тело каждый день. Разум каждый день совершенствует. Душа каждый день совершенствует. Нужно совершенствовать их. Как? Сейчас объясню пару слов, потом пройду. Сделай так, чтобы у тебя душа была предана Богу, не мирскому. Почему? Это важно. Потому что когда человек, душа, предана материальным миром или что-то-нибудь, он обязательно когда-нибудь сделает что-то такое, что всю жизнь сожалеет. Единственное, что тебя не подводит, никогда не сожалеешь, это Бог тебя никогда не разочарует. Душа должна быть предана Богу. А чтобы она была предана Богу, много молись. А разум, это значит, постоянно его заставляй учиться, работать. Смотрите, какой ученый или какой там, если посмотрите, какой звезда или музыкальные звезды и так далее. Какие люди становятся звезда? Те, кто много работает над собой. Правильно? Какой архитектор, выдающийся архитектор? Какой инженер, какой врач? Те, которые много над собой работают.
Заставь свой разум много думать, много работать, много изучать. Правильно? Или когда он рот открывает, видим, что у него в мозге что-то есть. Вот правильно же? Только тогда мы понимаем. А на самом деле 4 внутренние силы, они притягивают 4 внешние. Надо работать с 4 внутренними. Вот смотрите. Если вы его инвестировали, можно читать, да. Можно читать. В виде активов. Надо сказать, вот столько-то процент в виде актива есть. И пишите в виде актива столько-то процент, в виде наличности столько-то процент. Это полноценная модель счета, которую мы с вами поняли. Мы говорили, что мечта делится и так далее. Но теперь речь будет идти сегодня только о капитале. Сегодня я буду говорить много о капитале. Капитале, как его управлять, как его организовать, как через него денежный поток строить, как активы покупать и так далее. Об этом буду сейчас говорить. А потом я буду показывать, как модель счета делать, если человек есть бизнес. У кого из вас есть бизнес? Бизнес есть? Если бизнес, как в бизнесе использовать эту систему, об этом буду показывать. В бизнесе оригинально работает, ребята. Супер работает в бизнесе. Очень хорошо. Но в услуга по-другому, потому что услуга себестоимости товара низкого уровня, а в торговле чуть по-другому. Хорошо? Я буду показывать сейчас это все, каждая эта деталь. Когда вы научите его, как в бизнесе использовать, она колоссально работает. Вот эта модель счета, она разработана для управления семейным бюджетом. Просто семейный бюджет управления. Но когда более 10 тысяч долларов доход семьи, более 10, я имею в виду доход семьи, более 10, уже процентовка меняется. Например, не надо потратить каждый раз на развлечение, может быть, по 1000 долларов тратить, может быть, смысла нету. Может быть, а когда вы представьте, человек зарабатывает 70 тысяч долларов, 7 тысяч долларов на развлечение тратить, смысла нету. Это просто глупо. Уловили? Поэтому там по-другому идет схема, корректировка идет другая. Я буду взять с цифрами, здесь буду показывать, чтобы вам была в этот четкая схема формировалась. Сейчас будем говорить только о капитале. Речь о управлении капитала. Когда я полностью буду объяснять, как управление капитала до конца, потом буду рассказывать, как инвестиции делать, потом буду говорить, как кредитами использовать, как досрочное погашение кредитами делать и так далее. Эти вещи буду рассказывать. И когда весь эти механизмы поймем, если вы занимаетесь торговлей и так далее, что надо делать, чтобы избавиться от дефицита наличности? В бизнесе часто бывает дефицит наличности. Вы это заметили? Постоянно приходит в бизнесе дефицит наличности. Постоянно не хватает наличные деньги на оборот или чего-то. У бизнесменов, у многих такая проблема. Потом, часто бывает недофинансирование. Недофинансирование бывает. Я буду показывать точка расширения, когда можно расширяться, когда нельзя расширяться. Вот эти вещи буду рассказывать. Теперь уже буду говорить много о бизнесе. До этого я рассказывал о вас, о вашем мозге. Теперь я буду говорить о бизнесе. Потому что всегда, как два нога, да, вы видите баланс создан в этом мире. То есть во всем два, да, два глаза, два уши и так далее. Точно так же. У вас два глаза, но зрение один. Послушайте меня, у вас два уши, но слух один. Вы меня поняли? Вы старайтесь ловить этот секрет. Это секрет, который Господь заложил. Слух, вот понимаете, уши два, но слух один. Поэтому точно так же это два стороны монета, но результат будет один. Это точно так же и здесь. Например, я имею в виду личностный рост, личность человека и его профессиональные знания. Это оба создают один результат. Оба. Они должны быть вместе. Вот так. Вот теперь, кто меня понял? Это означает, что когда большой проект берешь, ты бегаешь, нету ежедневной подпитки, нету поступления денег, ты не можешь это проект реализовать. Этот проект забирает у тебя все. Забирает деньги, забирает там расход. Везде же деньги нужны. Поэтому первое, что надо делать, не квартиры купить. Смотрите, когда деньги попадут в руках людей, ошибка людей в том, что они пойдут покупать оленя. Они покупают, поняли, да? Они покупают квартиру, которая деньги не принесет. Но они просто, по крайней мере, хоть аренда не платит, это хоть какой-то экономия. Это какое-то как сохранение. Но на самом деле, когда деньги попадут в руках, не надо купить свою мечту.
Не надо мечту покупать после того, когда денежный поток построен.